Всем привет, меня зовут Анастасия, это канал «У Турции и жизни в горной деревне». Сейчас мы с вами немножечко поболтаем, посплетничаем, а уже чуть дальше будет наша деревенская рутина и рецепт от моего мужа. Сейчас я вам расскажу, как турки относятся ко времени и почему это нас сбивает с толку. И почему турецкое «нет» звучит для нас когда. Когда я только приехала в Турцию, и меня очень-очень удивил такой факт, к которому я уже на протяжении 9 лет до сих пор не могу привыкнуть, к тому, что у них со временем проблема. Чуть дальше вы сейчас поймете, почему я говорю проблема. В нашей культуре мы привыкли к точности. Если ты сказал в 10 часов, значит, ты в 10 подойдешь. Если какие-то бывают изменения, то мы созвонимся, обговорим, что не успеваем, либо еще что-то, и можем продлить время опоздания, в общем. Если вы с турком договорились встретиться через 5 минут, и он вам говорит «бяч-таки касонра», вы не торопитесь выбегать из дома и бежать навстречу. Для турка 5 минут может растянуться на целый час. К этому же времени я еще хочу одно добавить слово, такое как «бираздан» – «скоро». А обещание встретиться прямо сейчас или появиться прямо сейчас, такие слова как «щимды», «хемен», а на деле это неопределенное будущее, которое может растянуться от 10 минут и даже до завтрашнего дня. Если вы договорились с турком встретиться с утра, вы сидите, думаете, ну, наверное, так часов 9-10 с утра он подойдет. А на самом деле он может появиться половина 12 дня и будет очень удивлен, если вы будете как-то, в общем, недовольны. И он искренне будет верить в то, что утро еще не закончилось. В турецкой культуре понятие «время» оно глубокое. Не понятие точности, а понятие настроения, обстоятельства, либо отношения. Как мы недавно ходили на день рождения к нашей девочке, она всех позвала в 4 дня. Половина гостей без предупреждения вообще не пришли. Одна турчанка, в общем, позвонила часов в 7, когда уже все закруглялись и уходили, и говорит, я сейчас приеду. Сейчас, опять же, она приехала уже к 8 часам, и сидели они, в общем, до 12, когда у хозяйки уже глаза за глаза заходили, она была очень уставшая, а выгнать гостей в Турции не принято. Также на собственном опыте я всегда ругаюсь на мужа. Я говорю, ты со временем не дружишь, я говорю. И я до сих пор к этому привыкнуть никак не могу. Я знаю, что когда он говорит через полчаса, это 100%, как минимум пройдет 1,5 часа. И еще одна такая вторая особенность, к которой я тоже до сих пор не могу привыкнуть. Турецкое «нет» для нас звучит когда. Эта фраза абсолютно меня сбивает с толку, и ты думаешь, что ты с ними договорился. На самом-то деле турки редко используют напрямую слово «нет». Они используют такие выражения, как «бакарес», то есть «посмотрим». «Иншаллах», как «иди отсюда». «Иншаллах», как Бог даст. «Кисмет», как судьба повернется. «Биара», как-нибудь. Когда вы услышите эти выражения, вы будьте уверены в твердом «нет». Еще одна такая интересная тема, которую я хотела затронуть. Это поедание свинины. Турки не едят свинину, только в отдельных случаях. Мне даже пишут в комментариях, да вот я знаю турков, они там едят. Я не могу сказать за все население, потому что Турция очень разная, очень помешанная. Здесь очень много разных культур, но я живу прямо в самой деревне, и я здесь ни одного турка не знаю, который бы относился хорошо к свинине. А вообще в Коране написано, конечно же, что это харам. Харам переводится как грех. Также написано в Библии, что свинья нечиста, не ешьте ее мясо. А вообще ходят очень много разных версий, почему ее нельзя есть. Как научных, я, например, выбрала 3 популярные версии. Первая – это что в свином мясе находится микроб, который может убить человека. Второе, мышечная ткань свиньи идентична человеческой, то есть поедание свинины – это одна из форм каннибализма. И также, кстати, первая пересадка сердца делалась на свинье. И третье – это свиное мясо разрушает клеточную ткань печени.
И четвертое, свинья поедает своих детишек. Я сама лично в нашей культуре, у меня на родине, так как вся родня у нас христиане, они хрюшку кушали, но домашнюю розовую. А я сама категорически не люблю свинину, для меня она специфически пахнет. И с детства у меня к ней такое отвращение. Вы, наверное, спросите, как относится к этому мой муж. И так как я тоже не люблю свинину, мой муж этому очень рад, что в нашем доме не появляется свинина, не появляется свиное сало. Кстати, максимум, что я могу поесть, это кусочек сала. Но в дом я его тоже не привожу, потому что я знаю, что для моего мужа это неприятно. Но он с детства так привыкли они, с детства им внушали, что это, в общем, грех, все такое. И я как бы не хочу его расстраивать, а он не запрещает мне, например, употребить кусочек сала, либо принести его домой, потому что он меня любит и также уважает мои предпочтения. Уйди, пожалуйста, ты мне мешаешь. Ну, дай маме закончить. Ну, пожалуйста. А мы здесь в деревне нашей семье кушаем коз, козье мясо, которое само по себе очень диетическое и очень полезное. И сегодня мой муж решил поделиться с вами секретом приготовления кёфте, котлеты, но в этот раз у нас говядина. Здесь у нас полкило фарша. У меня муж сегодня задумал делать мангал. У нас пойдут наши баклажанчики молоденькие и наши перчики. Сейчас, короче, на полкило 1/4 лимона выжимает. Пол чайной ложки соды. В общем, немножечко надо их помешать, чтобы пошла у них реакция. Отложим пока в сторонку. Посолили по вкусу. Это у нас тимьон. Черный перчик. Это у нас кикик. Красный перемолотый перчик. Вместо хлеба мы ложим сухарики. В общем, высушенная крошка хлеба. И жамкаем до потери вкуса. Сюда важно будет. Сейчас пойдет в самом конце наша сода с лимоном. Немножечко, совсем, я не знаю, 2 столовые ложки водички тоже добавить. И поехали дальше. Здесь нужна прям мужская сила, потому что у них кёфте очень получается такие мягенькие, такие прям мелкие-мелкие. Фарш там не очень-то такой, не крупинками, в общем, благодаря тому, что они ее очень хорошо месят и мешают. Рада. Делаются такие, в общем, лепешечки. Небольшие, не маленькие. Вот такие кёфтешки у нас уже готовы. Мужчины, советую вам, как семейный психолог, чаще готовьте для своей женщины. Мужчины на кухне в наших глазах это очень сексуально. Обратите внимание, с какой душой он это все делает. Мы решили сделать их на мангале. В Турции очень популярна культура мангала. Раньше прямо в жилых домах, в комплексах, на балконе, во дворах всегда устраивали жарки мангала. Но сейчас запретили на балконе этим заниматься, поэтому в основном, кто ездит на дачу, на природу, в деревню, там они могут спокойно, в общем, этим заниматься. А это в нашем огороде будем сейчас разжигать мангал. Adam yardım yapacak sana.
Девочки, если у вас есть мальчишки, сыновья, обязательно их нужно в чем-то задействовать. Они всегда должны что-то делать. И не забывайте обязательно их хвалить. Постоянно хвалить и постоянно мотивировать на какое-нибудь дело. Тогда у вас вырастут настоящие мужчины. Можно даже притворяться, что ты слабенькая, что ты не можешь. Надо тебе постоянно помогать. Представляете, какая здесь красота? Здесь горы вокруг. Воздух потрясающий. Девчонки, присоединяйтесь к нашему мангалу. Будем вместе с вами кушать. Сегодня он за курями смотрит. За курами, за курями. Девочки, будете меня сейчас опять исправлять. Он делает это очень с душой, все чистенько. Не то, что я тяпля быстренько налила им, убежала. Он и поговорит с ними, и уберется. Kömür mü bu? Это у нас уголь. Babaannem ben ne zaman bir şey yapacağım daha değişik. He? А ты маме уголь-то собрал? Ay duman tam dibine geliyor. Dumanları Gel. Çok dumanlandı gel. Вот так это что сделать? Сделай. Сама я мангал этот не очень люблю. Мне кажется, как будто оно там не прожаривается, мясо. Мне кажется, как будто оно сырое. Но это лично мое восприятие. Tamam. Şey koymayacağız. Выложили такую красоту. Domates birkaç tane daha al, domates koyarız. Gelelim. Еще помидорки помоем. Вот это мой урожай, который я вырастила. Все выложил помидорки. Aferin oğluma. Sen yapacaksın bu işi oğlum. Bak devirecek şimdi. Baba ben şimdi İçine köfte kokuyor. Ay, köfte de kokuyor, soğan da kokuyor. Evet, çok güzel baba. Девочки, здесь такой запах потрясающий стоит, что я готова прям туда nырнуть. Ben keşke köfteler daha fazla olsun. Mama benim. Как оно все журчит здесь. Посмотрите, как красиво. Ya ben yemek istiyorum ya. Перчики что-то совсем поджарились, походу. Но уверяют, что вкусно будет. Вот и кошечки со всех округи собрались все на запах. Ben de yemek istiyorum. Bekleyin. Тут детки взяли, в общем, хлебушек купили. И решили сделать ekmek köftesi. Köfte arası ekmek. Köfte arası ekmek. O. Köfte ekmek. Tavuk ekmeği çok seviyorum ben. Ну что, Bir de domates çok Вкусно. güzel olur. пишмиш хоть? Kamale bir de domates çok güzel olur değil mi? Bir de domates koyacağım var ya.
Bayılacağım. Yok koyamayacağım. Bunu. Bore kambalo. Bore kambalo. Это нюхала. Дали ей одну котлетку, счастливая. Не закапывай. Вечно что не дашь, и она все закапывает. Ben de bu. Бедная собачка нюхала. Я говорю, İbrahim aferin şunları. уже заслужила одну котлетку. Ну не играйся, ну ты чего? Hadi. Ben de bunu atayım. Atarım ben şimdi sana. Ama bunu koyayım. И вот так вот налетели, Yumurta çok güzel. как с голодного века. Без сервиса, без ложек, без ничего. Чап-чап и все руками. Of yapamıyorum ben bunu. По-турецки. Sandviç. Да, кто-то вон сэндвич кушает, кто-то прям так. Если вам было полезно и интересно это видео, обязательно поставьте лайк и поделитесь с ним с друзьями. Так вы поможете каналу развиваться. И, конечно же, оставьте комментарий, потому что ваше мнение для меня очень важно.